обращался к астрологии? Два. Не уверена. Но у нас принято считать, что астрологи и все, что с этим связано, это какие-то люди, которые в шар смотрят, или там шапочка с кисточкой, и все в этом духе. То есть очень глобальное недоверие к этой науке, я бы так сказала. Я такая же была абсолютно, и пришла я к астрологии вообще из научной среды. Кто, может быть, на меня подписан, вот там можете подписаться, у меня очень много полезностей в Инстаграм. К астрологии я пришла из научной среды. 8 лет я была преподавателем ИЖГТУ, это Ижевский государственный технический университет, старшим преподавателем. Потом я ушла проректором в Глазовский филиал ИЖГТУ. Но жизнь моя полностью кардинально поменялась, когда я пришла один раз к астрологу. И когда она рассказала мне все, вплоть до того, что я работник образования, никогда раньше не было ни странички, не пиарилась, это было давным-давно, рассказала про первый брак, вообще про мои черты характера. То есть человек, который меня первый раз в жизни видел. И на это я, конечно, так среагировала, а где этому учат? И через несколько лет я пошла учиться астрологии. И никогда не думала, что это меня так захлестнет, но, как говорится, на все есть натальная карта. Вы слышали такое название «натальная карта»? Слышали, что такое? Не слышали. Натальная карта, она строится на дату, время и город рождения человека. Она объясняет, почему у одного, например, человека трэш в жизни, а у другого, например, все как по маслу. У кого какие-то психологические есть проблемы. Ну, кто-то, например, нервный, кто-то спокойный, как удав и так далее. То есть это как на вашу дату и время рождения становятся планеты. Это и есть натальная карта. То есть продолжительность жизни, какие-то экстремальные ситуации, откуда брать деньги и так далее. Это все есть натальная карта. После того, как я начала это изучать, была очень сильно удивлена, почему, например, у меня мама такая, почему у нас с ней такие отношения, как я вижу маму, а моя сестра видит совершенно по-другому эту маму. И почему у нас отношения с мамой такие, а у нее с сестрой совершенно другие. Это все, так скажем, благоволит Луна, есть такая планета, как мы видим маму, как у нас деторождение и так далее. Луна, спутник Земли, да. Это плодовитая планета, она считается, у некоторых она не очень плодовитая, и она отвечает у нас за маму, как мы ее видим, какие у нас тут с ней отношения и так далее. Для одного мама очень нежная и такая прямо заботящаяся, а для другого абсолютно ребенка сухая. И когда я начала это все видеть, начала практиковать, у меня пошли люди просто как сарафанное радио. Такой поток клиентов пошел. И я начала в это все углубляться и поняла, уже зная свою натальную карту, что когда-то раньше в кармическом гороскопе есть еще такое понятие кармы, я уже проходила этот путь преподавания. Поэтому мне все легко давалось в университете. То есть я закончила университет, мне тут же говорят, а не хочешь ли ты в аспирантуру поступить? Я говорю, почему нет? Все мне очень легко. Легко давались должности, легко написывались у меня научные труды. Потому что я этот путь уже проходила. И когда я пошла полностью, углубилась в астрологию, я уже поняла, что такой поток клиентов я не могу сдержать, я ухожу из университета и начинаю работать полностью в астрологии. Потом я заканчиваю третье высшее. Третье высшее на психолога, потому что астрология и психология, они очень близко идут, потому что люди часто приходят к астрологу только с запросом «почему?», а иногда все ответы в человеке, почему это происходит у него, из-за чего, из-за каких черт характера это происходит. Ну, далее больше это все нарастало, и все это выросло в школу астрологии Регул. Она у меня действует по всему миру. Сейчас уже за 2 года мы выпустили более 2000 учеников. И я им горда, это мои дети, которые я выносила и родила. Я горда, что они работают, что успешно достаточно работают, понимают, что весь план бытия – это не просто так. Вы, например, сами наблюдаете, что 10 лет тому назад жизнь была совершенно другая. Так? Не было такого развития соцсетей. Правильно же? Да. Я сама работаю в соцсетях, в Инстаграм.
очень много общаюсь с блогерами, миллионниками и так далее. И то есть доходы у этих людей миллионы, 5-10 миллионов. У меня знакомые 25 миллионов получают с Инстаграма. Просто с Инстаграма в месяц. То есть 10 лет тому назад мы об этом даже слышать не слышали. Что такое было YouTube? С чем это связано? Сейчас до 2029 года мы переходим в тысячную эру Водолея. И это очень начало чувствоваться, особенно последние 10 лет, в чем? У нас начинается развитие соцсетей. Ну, вот прямо вообще глобально. То есть у любого магазина или салона красоты, если нет странички в соцсетях, это потеря 50-70% прибыли. Это прекрасно понимаете, да? А за последние 10 лет начинается развиваться полностью интернет-технологии. То есть люди, начинается такое количество интернет-профессий, SMM, там, продюсеры, копирайтеры, таргетологи и так далее. И за 10 лет мы уже уходим от такого так называемого классического рынка потребления услуг и товаров. Ну, это прекрасно понимаете, да? То есть, когда в 90-е годы была лавина приватизации, потом бум купли-продажи товаров, все поехали в Китай, начали продавать и начали зарабатывать хорошие деньги, а сейчас это бум вот этой эры Водолея. Но, кроме всего прочего, кроме интернета, эра Водолея еще несет за собой, человек начинает углубляться в себя очень сильно. Начинает углубляться в себя, в свой характер, думать, для чего моя душа пришла в эту жизнь. Не только есть, пить, кушать, на работу ходить, зарабатывать, потом тратить эти деньги на детей и так далее, или копить что-то, какие-то квартиры и так далее. То есть для чего? Люди начинают углубляться внутрь себя прямо. То есть начинают думать, кто я, что я, на что я способен, чем я хочу заниматься. То есть большинство запросов ко мне приходят на консультацию, чем мне заниматься в душе. Я не хочу работать, например, бухгалтером, как хорошо получается. Я не хочу работать там на заводе, потому что хорошо получается, но это как будто бы это не мое. Люди говорят, вот одну и ту же гайку вкручиваю, вкрутить не могу. Ни в коем. Все, вкручиваю годами. И эта вот эра Водолея, она идет до 2029 года, она идет с такими тенденциями в экономике. Экономика станет цифровой. Вы знаете, что появились уже цифровые деньги, потому что это все биткоины, вся криптовалюта, это цифровые деньги. Мы уходим от кэша, уходим в безнал конкретно. Это все эра Водолея, компьютеризировано. И все, что связано с тонкими энергиями. Кто не слышал? Рейки, тета-хилинг, такие вещи. Да, слышали? Ну, вот для тех, кто не слышал, рейки, тета-хилинг – это работа с сильными энергиями и убеждениями. То есть на нас навешано очень много убеждений еще с детства. То есть наши родители говорили, деньги зарабатывать как? Сложно. Надо упахиваться, чтобы их заработать. Правильно? А у кого-то там плохой опыт был в семье и убеждения там от мамы, все мужики не очень хорошие люди, как говорится. Крупный рогатый скот. Так как говорится, правильно? И это хилинг рейки, это работа с конкретными убеждениями и работа на уровне энергии, что люди начинают даже, если захочет человек, может излечиться от любой болезни. Даже от каких-то жестких, там, рак и так далее. То есть раковые клетки и все, что с этим связано. И эра Водолея, она с каждым годом несет все это больше, больше, больше. Мы в 2029-м, она полностью на 1000 лет войдет. И мы вот через 10-20 лет, да, и позже, мы нашу реальность абсолютно не узнаем. Я уже сейчас ее не узнаю. Да, сколько лет назад? 16 лет назад я поступила в университет. Совершенно все по-другому. Я приехала в университет, у меня не было компьютера. Я дипломы писала от руки. Помните такое? Да. А сейчас все, гаджеты. Я звоню маме в другой город. Мы друг друга видим и так далее. К чему я это говорю? Что сейчас мир очень сильно меняется, и эра Водолея, она напрямую связана с астрологией. Все, что связано с водолейской темой, это астрология, тонкие энергии, рейки, тета-хилинг и все, что с этим связано. И люди переходят совершенно на другой уровень, уровень сознания. И очень часто сейчас вибрации очень усиливаются у людей. Люди, которые не могут к этим вибрациям подстроиться, ну, такие закоренелые очень сильно, очень много происходит болезней типа инсультов резких. Вот это вот скачки вибраций. Ага.
Ну, слышно, да, меня? Да. Понятно. Скачки вибраций, потому что они не выдерживают. Их сознание немного, с подсознанием не перестраивается. И вот это и несет какие-то вещи, которые на генном уровне у людей происходят именно в болячке, высвечиваются. Какие-то неприятности, опухоли, видные вещи и так далее. Но это я вам, наверное, рассказала, прелюдия. Почему? Потому что многие, кто, наверное, с ними не знаком, и никак, например, там моя мама всю жизнь была инженером на заводе. Для нее это вообще как бы, она говорит, ты с ума сошла, тебе докторскую надо писать, а ты ерундой маешься, в общем, да? То есть, к чему я это всю такую прелюдию, наверное, несу? Что сейчас все, что связано вот с астрологией, психологией, раз я все-таки астропсихолог, привносится в мою жизнь. Вы можете скорректировать какие-то черты характера. То есть очень часто женщины приходят ко мне на консультации и говорят, ну вот не ладится, ну вот никак не ладится. Там смотришь, какая-нибудь Венера отвечающая, ну Венера женская планета у каждой женщины у нас, она очень в жестком знаке Козероги, например, или в Деве. То есть романтика, где началась, там она и закончилась, не успев подняться, грубо говоря. И она говорит, ну вот мужчина мне не дарит подарки, у меня никак не выстраиваются отношения, я хочу такого, потому что земная Венера, какого-нибудь обеспеченного, как сейчас как все хотят, они от меня бегут, вообще бегут без оглядки. То есть тут астрология в первую очередь поможет какие-то сферы жизни, которые у вас в просадке, их скорректировать. То есть я таким говорю, идите, пожалуйста, на женские тренинги. Там быстро расскажут, как должна себя вести женщина, когда она должна работать своими энергиями и так далее. Я сама представитель человека, которого Венера в самом падающем, я бы сказала, знаке, в самом жестком для себя. И когда 12 лет тому назад я пришла на первый тренинг по прокачке там женской энергии, женских ролей, у меня были вот такие глаза, потому что мама об этом мне не рассказывала, мама на заводе работала. У мамы все четко было. И гороскоп, он еще очень сильно хорошо может скорректировать вашу жизнь, не только с психологической точки зрения, как вот, как говорю, вот эта вот Венера, да. И, то есть некоторым людям, например, вообще ни в коем случае нельзя идти в бизнес. А они потому что идут, все потому что идут. Ага. Потому что у них слабая планета Марс. Вообще ни в коем случае. И потом они прогорают, мотивации нет, начинает это ложное убеждение, что в бизнес идти, это значит прогоришь, последнее отдашь и так далее. И всю жизнь потом живут с этим ложным убеждением. Астрология помогает еще скорректировать, как не фатально это звучит. То есть иногда человек может рожден быть в каком-нибудь маленьком, малюсеньком городе, но карта у него может быть миллиардера. И всегда рассказываю этот случай, как ко мне пришла бабушка, ну уже лет, наверное, под 70, такая обычная бабушка, и решила посмотреть своего сына. Я смотрю, я говорю, ему надо быть в списке Forbes. А городок-то маленький, наш Удмуртский. Она говорит, улыбается, а он в списке Forbes. Понимаете? То есть, а у некоторых, рожденных в обычном там городе, карта настолько слаба, что их нужно в другое место переехать. И астрология показывает, астрокартография есть такой раздел, чтобы там у человека все намного лучше будет. Лучше с личной жизнью, лучше с доходами, лучше с карьерами и все, что с этим связано. Парадокс. У меня была ученица, которая красавица, которая просто с нее картину пиши, и она ко мне говорит, Лиля, 3 года даже на свидание никто не зовет. Ну как такое? Умница, спокойная, тихая. Я говорю, слушай, у тебя все в 12-м доме, тебе надо переезжать. Она говорит, куда? Давайте искать. Я говорю, давайте в Италию. Нашли Италию. Все отлично. Она уехала, и как раз началась пандемия. Она мне пишет по скайпу, хочет, она раз ученица, она продолжила онлайн. У меня онлайн и очная школа. Я, говорит, хочу диплом защитить. Мы с ней защищаем диплом. И я говорю, Даша, как, там, наверное, после пандемии точно рвете когти домой обратно. Она говорит, нет, у меня тут все классно. У меня тут классная работа. У меня тут классно все с личной жизнью. Я тут вообще свечусь. Я говорит, вернусь на 2 недели, и все. И хватит. Понимаете? То есть вот карта, она может натально, она может корректироваться. Также карту можно, которая при рождении, ее можно корректировать камнями и все, что с этим связано. За каждую сферу гороскопа отвечает определенный камень. Я вот не зря вся увешанная, как говорится, камнями и все, что с этим связано.
Вот, то есть возможности, любой инструмент, я даже не агитирую, а любой инструмент, который дан и сейчас развивается, нужно использовать. То есть это и личное, и для личной жизни, и для профессиональной, и даже элементарно для таких вещей, как репродукция. То есть сейчас очень многие приходят, например, с такой проблемой, что бесплодие первой, второй степени и так далее. То есть иногда у человека просто натальная карта на этот город рождения не приспособлена родить. То есть человеку нужно уехать на другую линию своей Луны, планеты, и тогда у него произойдет зачатие. Вот это вот парадокс. Вот парадокс, который прямо... И у человека, а причем у человека может мама 7 родить. Или 7 беременностей быть. Это вот парадокс, какая-то астромагия, я ее называю натальной картой. Что человека... Также можно плохие транзиты спрогнозировать. Что такое транзиты? Вы прекрасно понимаете, наверное, все уже взрослые. Например, вот 1,5 года все классно, а потом раз какая-то яма. С мужем плохо, с работой там тоже, с начальником. Начальник поменялся, коллеги что-то ругаемся. С деньгами туго и так далее. Потом раз, года на 2 опять все нормально. Наверное, все это наблюдали, да? Наблюдали, наверное? Это есть такие планеты-транзиты. И в нашей натальной карте это все расписано. То есть транзит, например, плохой, планета идет плохой. И это, например, в эти года, вам астролог может сказать, вообще ни во что не вкладываться. Не вкладываться, не делать какие-то покупки, не менять что-то в своей жизни. А в другие моменты, наоборот, в те года специалистам скажут, надо жечь покрышки, надо в носу не ковыряться, надо делать и еще, и все будет у вас прямо без препонов, как будто бы вы идете по дороге и все как по маслу. Вот. Это по поводу, наверное, какие есть вопросы? Так, замолчали? Пока слушайте. Ну вот, такого плана. Такие вещи, например, молодые девчонки, наверное, не замужем, да? Замужем. Не замужем. Тоже не замужем, да? Очень классно смотреть натальную карту будущих мужчин. Для чего? Ну, во-первых, нет ли в первую очередь никаких аспектов алкоголизма, наркомания и всякая такая есть. У всех алкоголиков, наркоманов у них прямо под шаблон один и тот же аспект натальной карты. Под шаблон. И это не говорит о том, что они такие прямо, плохие или еще. Просто есть такая планета, например, в астрологии Нептун, и она требует от человека более тонких энергий, более возвышенных энергий. Он это не может найти в обычной жизни, то есть ходит на завод, в магазин, пришел домой, поел, и ему это очень скучно. Прям скучно. Есть же кто прямо растворяется в семье. Ему нужно, он ищет этот уход в другую реальность с помощью алкоголя. Но Нептун отвечает у нас не только за алкоголь. У нас еще отвечает за тонкие энергии и за религию. Много раз вы, наверное, слышали такие истории. Был алкаш-наркаш, 40 лет стал попом с попадьей. Да? У меня лично такой знакомый был владельцем завода. Пил до такой степени, что был, наверное, черным цветом. Он как моя шляпа на фотографии. В одно время он попал просто в церковь, он ушел туда, он абсолютно поменялся, они родили еще 3 детей, и он настолько там, все у него хорошо и в бизнесе и так далее осталось, но настолько человеку нужно другие энергии. И у алкашей и наркошей, они не какие-то падшие люди, у них просто вот эта планета, она требует более возвышенных энергий каких-то. Кто-то в церковь идет, кто-то там, например, какие-то там рейки, тета-хилинг, кто вот как раз слышал об этом, это тоже тонкие энергии. Вот, молодым девчонкам я всегда рекомендую ходить хотя бы по дате рождения, смотреть у астрологов даты, какой характер. Тоже есть же еще полигамные мужчины, у них тоже у всех под копирку одна и та же планета в центре стоит. Полигамные, которые хоть какая там будет красавица и умница. Вот он всегда налево, как говорится, как волчар смотрит. Это тоже одна и та же планета в центре формулы души своей. Вот. Какие у вас, может, вопросы есть? Год и месяц. Год и месяц. Как онлайн, так и очно. Очное в жесте. Вот.
Еще какие вопросы? 4000 в месяц. Консультация? Да, да. Да, но, знаете, нужно самое главное знать точное время рождения. Точное. Потому что в эту дату, когда вы родились, может родиться 500 000 человек. И у всех разная судьба. Даже у близняшек, у близнецов, которые от одной матери родились, у них 5 минут разница, у них разная судьба, потому что немного идет там за эти 5 минут корректировки. У меня есть клиенты, один сын-близнец бизнесмен крупный, второй полностью Хари Кришна, Хари Рама в Индии сидит. Понятно? Вот это вот, потому что время очень важное. А? Какой вопрос? Западное. Почему не практикую ведическую, хотя тоже обучалась, потому что там в основном направлено на карму, все, что там мало прогнозов, там нет прогностики, в принципе, а это очень сложно. То есть человек приходит с одним запросом, ну, что дальше, когда будет какой-то поворот событий, когда может там рождение детей, переезд в новую квартиру и так далее. Все, что связано с этим, это больше западное, потому что она дает прогноз. Ведическая астрология, она не учитывает 3 планеты, мощные 3 планеты, которые были открыты очень поздно, еще в 20 веке. Там Уран, Нептун, Плутон. А западные, они больше вот на душу, какие-то там обряды, как такого плана, какие вещи. Да. А западники, они конкретно, говорят громче, западники, они конкретно направлены на астропсихологию, то есть элементарно человек, где активность свою улучшить, как сделать себя более активным, как сделать, дают нормальный инструмент. То есть дают, например, как элементарно улучшить свою энергетику, чтобы вы приходили в незнакомый коллектив или компанию, и с вами сразу начинали считаться. То есть вот элементарные такие вещи, где разжигать свою самооценку. Это тоже западная астрология очень дает. То есть у каждого разное положение, разжигание самооценки. Вот, у кого-то, например, рак есть. Раки да, это семья, дома, дети, там элементарно, быт такой вот. Там человек себя очень сильно наполняет. Нет, они не то, что в социуме. У меня подруга рак, она верховный судья. То есть, но для нее это очень важно. Дом, чтобы семья, любимый и так далее. Понятно? Вот, то есть для каждого знака есть определенные, каждый знак попадает в определенный дом гороскопа и даются инструменты разжигания своей самооценки элементарно. Потому что на нашу самооценку в первую очередь кто влияет? Это семья. Да? Если у родителей низкая самооценка, то и очень часто у ребенка не будет высокой самооценки. Только если с помощью каких-то инструментов самопознания, может быть, психологов, там, астрологов, нумерологов, человек к этому придет и захочет это изменить в первую очередь. Вот. Такого плана. Такие вещи астрология рассказывает. Какие еще вопросы? Ну, подписывайтесь, если что. Лиля, нижнее подчеркивание, астропсихолог. Я очень много в сторис рассказываю гороскопов на день. Каких-то лайфхаков очень много в постах даю. Кто не подписан, кто не есть, у меня приехал пищи. Ну вот, такого плана очень много полезной информации даю. То есть миссия моего блога вообще, чтобы люди шли к самопознанию и улучшали в первую очередь свою жизнь. То есть женщины нарабатывали свое ресурсное состояние, чтобы у них было все хорошо. В первую очередь женщинам так сильно деньги не нужны. Женщинам что в первую очередь нужно? Чтобы их любили, восхищались, заботились, носили на руках и так далее. То есть я больше несу ресурсное состояние, чтобы женщина уходила в ресурсное состояние. Когда будет ресурсное состояние, там уже и все другие сферы подтянутся, и материальные, и так далее. А для мальчиков, конечно, я больше несу тем, что с помощью каких-то астрологических или психологических лайфхаков, чтобы они становились более таки в нашем все-таки таком векторном мире, когда у мужчин все-таки векторная энергия, и векторная энергия нашего мира на достижение, что такое вектор, да? Чтобы они вот проще, так скажем,
свое тело, что духовное тело, свое ментальное тело, оно становилось крепче. Потому что мальчикам тяжелее априори. Хоть и наоборот читается. Вот. Какие еще есть вопросы? У меня вроде все.